Следующая страна Italy. I can visit Italy. I can visit Spain. Я могу посетить Италию, я могу посетить Испанию, Китай, Великобританию. Звучит как мантра, и, возможно, каждая ученица уже представила себя на отдыхе в новой стране. Главное, подобно героям одного известного фильма, знать для чего. А зачем нам английское? Посольство будем грабить. Карандаш. A pencil. Yes. Стол. A table. Yes. Девушка. Чувиха. Да нет. По-английски. Ну. Girl. Oh, yes, girl. Yes. МХС. Впрочем, наши герои в основном женщины. У мужчин в это время, видимо, еще более интересные дела. This small bag is my hand luggage. That's fine. Can I have a seat next to the window? And where is passport control? Over there. Надежда Хозяинова проехала по Европе до Италии. Говорит, просто знание английских слов не помогает в общении с иностранцами. Потому и пошла на курсы. Когда услышишь английскую речь, то сразу теряешься. Главное – иметь навык в говорении. Вот это главное. А слова выучить, конечно, это можно. Но разговаривать очень трудно в незнакомой ситуации. Поэтому нужен навык. Новый предмет в Народном университете открыли в этом году по заявкам участников. Рассчитан на изучение основ и разговорного языка. Так что Наталья Андреева и Валентина Шевелева общаться теперь смогут и на иностранном. Дружат больше 30 лет. Новые знания для удовольствия, развития памяти и, конечно, путешествий. В Египте я уже была. В Таиланд хотелось бы съездить. Ну, в Англию, конечно, для меня это очень сложно на данном этапе. Ну, Европу. Поехали, посмотрим. Когда-то мы приезжали во Вьетнам, и на ресепшене просто не знали русского языка, а я не знала английского. И мы очень трудно объяснялись. А мне всего-то надо было поменять просто валюту. Поэтому я думаю, нет, надо. И к тому же я раньше в школе учила английский, мне он очень нравился. Занимаются раз в неделю 2 группы, абсолютно бесплатно. Это принцип Народного университета. Иностранный преподает волонтерский отряд гимназии имени Пушкина. English Language там углубленный. В роли учителей, да еще за пределами школы, дети впервые, но уже отлично справляются. Методическая начинка все же от профессионала. В этом году к нам обратилась как раз соцзащита с целью того, чтобы организовать курсы английского языка для граждан пожилого возраста. Стараемся проводить их в интерактивном формате, то есть работаем в группах, в парах, слушаем аудио, видео, материалы. Ну и курс предполагает именно начальное обучение. Народный университет для старшего поколения работает в столице Коми 15-й год. Каждый раз открывают новые направления. Факультет живописи мы открыли, то есть преподаватель обучает, вот как рисовать вообще картины. И третье направление – это краеведение, то есть мы историю Коми края вот на базе Сыктывкарского государственного университета изучаем. Будем посещать в этом учебном году экскурсии в музеях Сыктывкарского государственного университета. Были у нас занятия по основам гончарного ремесла, то есть очень нравится нашим слушателям, достаточно интересное такое направление. В Сыктывкаре 11 факультетов посещают несколько сотен человек. Самый любимый – агротехнический, востребованный дизайнерский, правовой, теперь и английский. Для участников это в том числе новые знакомства, общение, совместные праздники, позитив. Все это, конечно, неотъемлемые ингредиенты активного долголетия. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.